Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В своем телеграм-канале российский политолог Сергей Маркедонов обозначил свой расклад того, какое место занимает Закавказье на внешнеполитических радарах США. Как напомнил Маркедонов, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США недавно озвучил тезис о том, что Соединенные Штаты заинтересованы в завершении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Вице-споксмен также подчеркнул, что Штаты будут усердно работать, чтобы достичь финишной черты вместе с Арменией и Азербайджаном. Ранее схожие идеи в социальной сети Facebook изложил помощник госсекретаря Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. В своем телеграм-канале эксперт пишет, что о конце истории американского присутствия в Закавказье писали много и охотно. Так было в августе 2008 года, когда Москва пошла на признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Схожие оценки звучали в ноябре 2020 года, когда завершилась Вторая Карабахская война, и в сентябре 2023 года по окончании самой скоротечной Третьей Карабахской войны. Однако о таком конце, по мнению Маркедонова, говорить рано. Цитата: «Всякий раз Вашингтон находил какой-то ответ, будь то хартия о стратегическом партнерстве с Грузией 2009 года или так называемый Вашингтонский переговорный формат по Карабаху и де-факто превращение Минского сопредседательского трио в дуэт с Францией в 2022-2023 годах. В конце прошлого года отношения между Вашингтоном и Баку вошли в крутое пике, однако уже 18 января 2024 года президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла США Марка Либби, подчеркнул эксперт. Что же ищут Штаты на далеком Кавказе, задается вопросом эксперт. Со странами региона они не граничат, влияние кавказских диаспор не так велико, если сравнивать с израильским или ирландскими факторами. Общим местом в работах американских экспертов по Евразии является тезис о том, что Южный Кавказ важен для Вашингтона, но эта важность, по мнению Маркедонова, не критическая. Он утверждает, что тут нужно смотреть на ситуацию через другой угол зрения. Цитата: «Американская элита, в отличие от российской, смотрит на Закавказье через другие очки. В них главные объекты не Азербайджан, Армения и Грузия, а Россия, Турция и Иран. В последние годы американская внешнеполитическая оптика на кавказском направлении стала включать еще и Китай. России опасаются за территориальное расширение. Все этноконфликты на территории бывшего СССР американские теоретики и практики склонны рассматривать именно в этом контексте. До поры до времени мирились с ролью России в карабахском урегулировании, так как Россия не признавала Нагорно-Карабахскую республику. 2022 год все изменил, и теперь Штаты, как и на украинском направлении, в кавычках, сдерживают Россию на Кавказе», пояснил Маркедонов. С Турцией, добавил он, другая история. Стратегический союзник, не оппонент, но строптивый и своенравный. Так определил позицию Анкары эксперт, а также назвал Турцию куда более склонной к ревизиям, чем Россию. И в этом вся американская позиция, считает эксперт, заключается в балансировании между дисциплинированием, хотя бы с помощью армянского вопроса, и поощрением региональных амбиций как противовес России и Ирану, отметил Маркедонов. Иран, по его словам, как и Россия, рассматривается Вашингтоном в качестве противника. И в этой связи Штаты крайне заинтересованы в укреплении Азербайджана-израильской связки, развития отношений с Баку, сколь бы сложными они не были. Китайская инициатива «Один пояс и один путь» видится Штатами как конкурентный проект в Евразии в целом, не только в Закавказье. Но здесь и сейчас Вашингтон опасается прежде всего усиления экономического влияния Китая, особенно в Грузии, чревато и геополитическими последствиями, заявил эксперт. Он добавил к этому энергетический фактор и стремление к поиску альтернатив для снабжения углеводородным сырьем союзников по Евросоюзу, закрепление на Черном море и на Каспии, связку Кавказ-Ближний Восток плюс селективную защиту прав человека. И пазл складывается, считает Маркедонов. Наращивание связей с Грузией без формального ее членства в НАТО, модель особого союза на манер отношений
отношений с Южной Кореей или Израилем, закрепление в роли главного модератора в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, сдерживание России, Ирана и Китая, оптимизация отношений с проблемным союзником Турцией – вот ключевые пункты американской повестки в регионе. Она может нравиться или вызывать приступы гнева, но прежде всего ее необходимо адекватно понимать, заключил Маркедонов.